Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Самые горячие новости сейчас связаны с событиями на Ближнем Востоке, ситуацией в Сирии и террористическими актами, которые происходят по всему миру. Конфликт в Сирии приковывает внимание общественности Абхазии не только потому, что все больше стран оказываются вовлеченными в этот конфликт, но и потому, что там проживает многочисленная абхазская диаспора. Чтобы поговорить об этих проблемах, мы пригласили сегодня в студию научного сотрудника Центра партнерства цивилизации МГИМО, кандидата исторических наук, нашу соотечественницу Илану Эшба. Илана, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Хотелось бы начать разговор вообще с общей геополитической ситуации вокруг Абхазии. Конфликт на Ближнем Востоке, вот если брать географические координаты, далеко от республики все это происходит, но тем не менее это все имеет отношение и к нам, так как там проживает многочисленная абхазская диаспора в первую очередь. На ваш взгляд, еще какие есть связи вот с происходящим на Ближнем Востоке? Ну, прежде всего, хотела вас поблагодарить за то, что пригласили, и за то, что уделяете внимание этой теме. Действительно, как вы сказали, Ближний Восток — регион не самый близкий к нам географически, но сегодня, в 21 веке, настолько мир взаимосвязан. Ну, мы видим, как активно участвуют в решении этого конфликта те же Соединенные Штаты Америки, Европа, которые находятся еще дальше от конфликта, чем мы, и которые не обладают диаспорой своей, да, то есть своих каких-то видимых явных интересов в регионе, может быть, и не имеют. Но на самом деле мы должны понимать то, что где бы эти конфликты ни происходили, так или иначе, они все равно могут отзываться потом эхом и на нас. Как вы правильно сказали, там проживает достаточно представительная абхазская диаспора, не самая большая, но тем не менее. И количество абхазов, вот по отношению к тому количеству абхазов, которые проживают в республике нашей, достаточно велико. Кроме того, вот опять же, вы упомянули о том, что террористические акты, они происходят не только на Ближнем Востоке сегодня. Мы видим, сколько вот таких событий происходит печальных в той же Европе. В России очень много предотвращается, слава богу, там каких-то серьезных таких катаклизмов не было, но очень много говорят о том, что было предотвращено терактов и в Москве, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге вот недавно тоже, несколько месяцев назад, мы знаем, в метро. И эта угроза, она на самом деле и для нас является угрозой, потому что, ну, Кавказ — это исторический регион такой пограничный между Западом и Востоком. Это все мы должны учитывать в выработке своей внутренней политики, своей внешней политики. Многие эксперты считают, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к потере равновесия на Кавказе тоже. Вот в частности, если брать нашу республику и учитывая, что недавно были задержаны люди, имеющие отношение к запрещенной организации ИГИЛ. Мы знаем, что активно в решении конфликта в Сирии участвуют наши ближайшие соседи, это и Российская Федерация, и Турецкая Республика. Ну, мы понимаем, что для них это решение этого вопроса — это действительно жизненно важные интересы, но вы же знаете, что, ну, скажем так, у Турции свои интересы, там есть вопрос с курдами, сирийскими, турецкими курдами, то есть они решают свои какие-то конкретные вопросы через, может быть, финансирование каких-то отдельных структур, где-то они решают эти вопросы военным путем. Ну, то же самое можно сказать о всех таких серьезных игроках в регионе, поэтому и мы должны немножко как бы учитывать эту ситуацию и понимать, что, возможно, каким-то партнерам нашим и соседям будет выгодна эскалация и в нашем регионе, в том числе для того, чтобы, как бы, знаете, вот есть такой принцип: разделяй и властвуй. Вот когда сообщества разделены, ими легче управлять. Поэтому нестабильность на Кавказе тоже может быть важна каким-то отдельным структурам. А появление того, чтобы представителей людей, причастных к ИГИЛ, о чем свидетельствует этот звоночек свидетельствует первый? О том, что вообще я считаю, что популяризация вот этих вот экстремистских идей, радикальных идей и их такое активное распространение в мире, не только в Абхазии, вообще и в Европе, на Западе, на Ближнем Востоке, говорит о том, что есть дефицит справедливости, есть дефицит образования. Люди недовольны своим положением дел, недовольны своим положением в этом мире, может быть, там безработица, какие-то социальные проблемы. И это их всех толкает к поиску каких-то новых путей, новых истин, и они видят
какую-то альтернативу в этих радикальных идеях, потому что другой альтернативы им никто не предлагает. Возможно, и в Абхазии есть какие-то такие вот, слои населения, которые немножко потеряны, не имеют достаточного образования и недовольны своим положением, недовольны своей жизнью и видят решение этих вопросов в радикальных идеях. Для того, чтобы противодействовать вот этим всем распространению этих идей, мы должны обращать внимание в Абхазии, в частности, на социальную сферу. Понятно, что это все очень сложно, но социальная сфера образования и в том числе и религиозное образование. Это нельзя, естественно, упускать из виду. Я не знаю, школьное это образование, дополнительное, это нужно, естественно, обсуждать, но то, что должны быть основы религиозного образования, я считаю, что сегодня это уже довольно очевидно становится. Мне бы хотелось отдельно поговорить о сирийском конфликте. Он для нас, для абхазов, интересен с точки зрения исторических связей. И сейчас я хотела бы предложить вам посмотреть небольшую статистику о том, какое количество вообще переехало в нашу республику за последнее время и сколько там еще осталось потомков махаджиров. 1993 года гражданство Абхазии получили более 700 репатриантов из Сирии. До начала войны 180 человек получили абхазское гражданство, 520 человек после войны в Сирии. Члены смешанных семей имели возможность получить абхазские паспорта через комиссию по гражданству при президенте Республики Абхазия. Это адыги, убыхи, шапсуги, кабардинцы, то есть непрямые потомки абхазских махаджиров. На данный момент в Абхазии проживает 429 репатриантов из Сирии. В общей сложности до начала войны 2011 года в Сирии проживало около 3000 этнических абхазов. В настоящее время там осталось около 1200 этнических абхазов. Надо сказать, что вообще в обществе такой стереотип существует. Если мусульманин, то, возможно, это потенциальный террорист и так далее. А вот те, кто репатрианты, которые к нам приезжают, они в основном исповедуют ислам. Как вы считаете, есть ли вероятность того, что вообще с такими процессами, с процессами репатриации сюда могут проникнуть и те, кто привержены этим экстремистским течениям? Во-первых, я хочу сказать, что очень интересная статистика. Я сама писала диссертацию на эту тему, черкесский фактор в системе международных отношений, в том числе и черкесы, естественно, все в Абхазии знают, что это такой зарубежный, скажем так, зарубежный термин, которым обозначают не только адыгов, черкесов, но и абхазов в том числе. И, естественно, Сирию тоже изучала. Мне кажется, там немножко больше, чем 3000 абхазов проживает. Это подтвержденные данные. То Комитета по репатриации. Да, я понимаю. То есть это подтвержденные официальные данные. Но там очень сложно вести статистику, потому что есть смешанные семьи и так далее. Что касается стереотипов о том, что мусульмане, они могут быть потенциально как-то связаны с террористическими всякими организациями, к сожалению, сегодняшняя обстановка международная, она понятно, откуда такие слухи берутся, откуда такие мнения берутся, но они совершенно ошибочные. На самом деле нельзя так скажем так, ставить знак равенства. Но все-таки ваш вопрос, он имеет под собой почву. Конечно же, нужны такие, во-первых, проверки такие нужны. Во-вторых, нужно все-таки с этими людьми стараться вести. Я сейчас говорю не только о Сирии, вообще о тех странах, где проживает наша диаспора, все-таки вести какую-то подготовительную работу перед переездом. У нас там достаточно большие диаспоры. У них очень много организаций, там различных структур, абхазских, кавказских структур. То есть они все друг друга знают. Там на месте, если человек уже готов переезжать в Абхазию, чуть-чуть преподать ему там какие-то уроки исторические, историю Абхазии, язык, культуру современную, потому что, естественно, то, что им передавали предки, там, бабушки, дедушки, то, что было 200 лет назад, и то, что сегодня, ситуация меняется. Они должны обладать актуальной информацией об Абхазии сегодня. Проблемы с адаптацией, о которых вы говорили, они, кстати, могут подтолкнуть к тому, чтобы люди стали привержены этим радикальным течениям. Об этом нам в интервью рассказал и председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Салих Кварацхели. Сейчас я предлагаю вашему вниманию посмотреть его интервью. Радикализм, терроризм, экстремизм, еще какие там есть названия этого явления, это не религиозное явление в принципе. Просто многие группы, многие движения, преследуя какие-то корыстные, политические, какие-либо другие цели, псевдоисламские какие-то силы,
Вот это явление они прикрывают религиозной оболочкой, да, чтобы сыграть на невежестве мусульман, на чувствах мусульман, преимущественно молодежи, да, и привлекать в свои ряды. Наша задача, ставим перед собой, именно образование, воспитание, обучение. Понятно. Значит, что хотелось бы сказать? Радикализм не только в исламе существует, но и в других религиях и так далее. И это видно просто сейчас более известен и на слуху посредством, значит, средств массовой информации. Это исламский так называемый радикализм. Отношения в обществе приемлемое, хорошее отношение. Такого негатива на себе мы не ощущаем. Да, ощущаем опасения, но не по отношению к местным мусульманам. Общество опасается приезжих, общество опасается, значит, мигрантов, мусульман, скажем так. Есть такое опасение, да, в Средней Азии. И даже есть такое опасение вот, по отношению к репатриации, что вместе с репатриантами сюда могут проникнуть какие-то течения туда-сюда. У нас в этом плане опасений нет. Но Абхазия всегда отличалась тем, что здесь сосуществовало несколько религий, даже в рамках одной семьи. Родители могли там быть христиане, дети мусульмане и так далее. Но вот сейчас пока что в обществе к мусульманам относятся спокойно, но вот есть некие опасения о стереотипах, о которых мы говорили выше. А вот как вы думаете, вот опасения его насчет того, что некоторые могут примкнуть к радикальным течениям из-за вот этих проблем с адаптацией? Я проводила такие небольшие, создавала фокус-группы и анкетирование проводила среди репатриантов. Именно вот тех, которые приехали из Сирии, то есть арабоязычных. И, к удивлению моему, на самом деле там много было вопросов, владеют ли они абхазским языком, там, какие у них возникают проблемы, и вообще, что им здесь, вот, как бы, что нравится, что не нравится. И больше всего меня удивило то, что абсолютное большинство опрошенных, они говорили о том, что проблемы у них в основном такого, скажем, бытового характера. То есть нет религиозный работы, фактор не решающий. Нет работы, да, там с жильем проблемы или какие-то такие вопросы. А вопросы там, культурного разнообразия или религиозного, они нигде, я, честно говоря, сейчас уже не помню, может быть, один человек из всех там написал, но это далеко не решающий фактор. Но, опять же, я частично согласна с вот комментарием, прозвучавшим о том, что в любом случае, знаете, вот когда строится новый какой-то дом, к нему строится инфраструктура. Садик строится, школа строится, церковь строится, если это христианская община, да, какая-то, или мечеть, потому что это свойственно человеку, то есть, как-то отправлять какие-то религиозные культы, во что, если он человек верующий, это его потребность, просто потребность. Поэтому, конечно, когда они приезжают в Абхазию, им куда-то тоже нужно ходить, молиться, то есть особенно учитывая, что это все-таки стрессовая ситуация, переезд из одного общества в другое, понятно, что родное, но тем не менее. Я пока не вижу каких-то конфликтных ситуаций в Абхазии или конфликтных вопросов. То есть у нас есть мечеть, да, она небольшая, но я думаю, что к тому количеству мусульман, которые у нас сегодня есть, наверное, она достаточно. Вот есть такая организация в России, Россия Исламский мир. Мы проводим различные конференции. Вот у нас была в Москве, в Казани, в Чечне в этом году проходила, в Грозном. И, в общем-то, мы приглашаем представителей мусульманских стран, там и Турция, и Иран, и там Юго-Восточная Азия, там Индонезия, Малайзия, и, соответственно, практически все арабские страны. И, в общем-то, их удивляет то, что они перенимают опыт российский, вот именно такого мирного сосуществования. То есть вроде Россия известная такая крупнейшая православная страна, а есть в ней такие регионы, где практически 95% населения мусульманские. Опять же, Северный Кавказ, Поволжье. И в этой связи я хочу сказать, что Абхазия еще более яркий пример вот такого мирного сосуществования и христиан, и мусульман, и там других различных течений. Мы видим, что никогда за всю историю Абхазии религиозных войн или конфликтов никогда не было. И это говорит о том, что у нас менталитет такой. Поэтому, наверное, у экстремистов такой почвы нет благодатной, да? Да, я согласна. Нет, но все равно ситуацию надо, конечно, мониторить, следить, не пускать так в свободное плавание. Но я на сегодняшний день, слава богу, проблем таких серьезных в Абхазии в этом плане не вижу. Один из последних, кто
приехал в Абхазию, Сирии, репатриант Нихат. Он уже получил абхазское гражданство, работает в Очимчире, он доктор. Мы побывали у него, и я предлагаю посмотреть сейчас репортаж о нем. Всего несколько месяцев назад потомок махаджиров, этнический абазин Нихат, получил абхазское гражданство. Ранее он приехал из Сирии в нашу республику вместе с многочисленной семьей. Обосновались в Очимчире. Диплом врача и опыт работы Нихада оказались кстати. В районной больнице как раз искали врача-хирурга. Как я самый старший в семье, у меня отца нету. Я за всю семью отвечаю. Я первый как шанс была как приехать в Россию поработать. Уехал. 2011 год, как для большинства жителей Сирии, для Нихада и его семьи оказался временем испытания. В спешке пришлось бежать из страны, охваченной войной. Так они оказались в России, а затем переехали в нашу республику. Только руины от построенного еще его дедом дома остались от семейного очага. В одном из видеороликов, которые регулярно выкладывают террористы в Ютубе, Нихат случайно увидел свой дом, или точнее, то, что от него осталось. Такую же участь постигла и его квартира в Алеппо. Нету ни одна точка там, где можно говорить, тут хорошо или тут мирно. Смерть как будто... По пятам ходит. Да, везде есть. Абхазия за короткое время стала для Нихада не только пристанищем. Теперь он планирует обосноваться здесь навсегда. Местные власти выделили ему дом в Очимчире, обещали сделать ремонт. Сирия, по его словам, конечно же, останется родиной, но только в памяти. Возвращаться в этот ад, из которого чудом удалось бежать живым, Нихад и не думает. Вообще мы говорим о процессе репатриации, да, Абхазия большое внимание уделяет этому процессу. Мы как бы с надеждой смотрим на то, чтобы вот больше людей сюда возвращалось, но пока что это такой слабо развивающийся процесс. Если все-таки этот поток хлынет в республику, насколько вот страна готова к приему такого количества репатриантов? Даже если опять возникнет эскалация конфликта и опять в такую горячую фазу перейдет, может быть, увеличится поток беженцев в Абхазию, но он будет незначительным, потому что все-таки из всех тех направлений, которые у них есть, прежде всего Турция, у Сирии с Турцией безвизовый режим. Кроме того, огромное количество сирийцев, они еще в советское время получили образование в России, тогда еще в Советском Союзе, в Российской Федерации. То есть у них есть возможность уехать в Сирию. Сейчас тоже этот процесс несколько облегчен. То есть Абхазия, конечно, тоже вот из тех 3000, даже вот по тем данным, которые вы показываете, там 1200 сейчас, получается, сирийцев остались, но из них, честно говоря, очень небольшое количество будут готовы приехать в Абхазию, ну, то есть, учитывая, что они могут поехать в какие-то другие, в Иорданию, в ту же самую, опять же, где довольно большая черкесская диаспора. Но в любом случае говорить о том, что вот они поедут туда, мы можем быть спокойны и эту ситуацию не контролируем, так, конечно, делать не стоит. Нужно в любом случае просчитывать дальнейшие наши шаги и действия, потому что просто принять их здесь, да, и разместить, это на самом деле 1% из всего того, что мы должны сделать для того, чтобы они безболезненно адаптировались, для того, чтобы они стали органической частью абхазского общества. Вы вот сказали, необходимо просчитывать шаги. Что еще можно сделать, чтобы репатрианты возвращались на свою историческую родину, нежели предпочитали другие страны, там, Ближнего Востока, соседние страны? Мы должны определиться прежде всего. Нам нужно, чтобы все они предпочитали Абхазию в качестве вот такой вот точки, да, постоянного места жительства и переезда сюда. Откровенно говоря, я знаю, что у нас в республике есть отдельная часть населения, которая не совсем, скажем так, благосклонно к этой идее относится. То есть, может быть, постепенный какой-то процесс, он был бы более безболезненный, чем вот, скажем так, поток переселенцев. В первую очередь мы должны определиться с этим. Если мы действительно хотим, чтобы вот максимальное число потомков махаджиров вернулось на свою историческую родину, вернулось в Абхазию и здесь продолжали жить, работать, развиваться, воспитывать детей и так далее, то, соответственно, мы должны разрабатывать, вот опять же, политику, да, там можно на 5 лет, на 10 лет, и прописывать там вот этапы репатриации и подготовку к этим этапам репатриации. Там на местах, здесь у нас, какие у нас есть возможности, что им предложить, имеется в виду в плане жилья, в плане работы,
какие сферы нам приоритетнее, да, то есть там специалисты в разных сферах, кто нам нужен как бы в первую очередь, да, там врачи, может быть, инженеры, еще кто-то. И вот исходя из этого уже как-то двигаться дальше. Мы тут говорим о том, что нужно нам, но у них тоже есть свои запросы. Поэтому разумеется, у них есть свои запросы, и, опять же, я говорю о том, что, скорее всего, вот поток переселенцев, он может быть связан только вот с какими-то, скажем так, проблемами и угрозами для их жизни и здоровья, там, для их детей, потому что человек, если он родился и вырос в одной стране, то есть он получил там образование, ходил там в школу, закончил университет, он там работает, там находятся его друзья, близкие, его семья. Ну, очень сложно, понятно, что у него есть историческая родина, но очень сложно бросить все и переехать в никуда, скажем так, ну, как бы новое место, там новый, другой язык, другая немножко культура, за то время, пока они находятся там, ну, какие-то вещи поменялись, поэтому это очень сложно. Для них нужны какие-то подталкивающие меры, вопросы, которые их бы подтолкнули к такому решению. Илана, мы немного поговорили о процессе репатриации, об исламском факторе. Ну вот я хотела бы воспользоваться возможностью и спросить у вас, как у историка, политолога, о том вообще, каковы возможности для расширения международного признания Абхазии, вот, учитывая нынешние реалии? Довольно сложный вопрос, учитывая, что вот с 2008 года, получается, Абхазия уже рядом государств признана, и прошло сколько уже? Почти 10 лет, ну, как бы немножко этот процесс, скажем так, останавливается периодически, не очень активен. Но я считаю, что Абхазии на данном этапе, наверное, на вопросе международного признания зацикливаться не стоит. Это не самая первоочередная задача для нас. Мне кажется, нужно сконцентрироваться на решении, скажем так, внутренних задач и в первую очередь доказать самим себе, что мы состоятельное, независимое государство, что мы самостоятельно можем решать наши проблемы, будь то проблемы в области образования, социальной сферы, здравоохранения, здоровья нации, увеличения демографии, социальных каких-то гарантий, безработицы. Вот если это очень серьезные вопросы. Конечно, это очень серьезный вопрос. Это не решается ни за год, ни за 2, и, может быть, даже не за 5 лет. Это очень длительный такой поступательный процесс, но нужно сконцентрировать силы именно на этом. Когда будет видна какая-то положительная динамика, то и отношение к нам зарубежных государств, оно тоже будет постепенно меняться, потому что будет четкий пример, и можно будет говорить, да, может быть, это не соответствует их каким-то интересам внешнеполитическим, но, по крайней мере, понимание того, что абхазы могут жить самостоятельно и как-то в этом преуспевать, оно будет, и я считаю, что это как раз будет потом потихонечку подталкивать. Мы не знаем, что будет завтра. Стабильная ситуация внутри страны, она, мне кажется, может как раз-таки вот способствовать нашему признанию. Илана, спасибо вам большое. Я бы хотела этим закончить нашу программу. Спасибо вам. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях была историк-политолог Илана Эшба. Я прощаюсь с вами, увидимся через неделю.